Так, здравствуйте, товарищи. Продолжаем наши занятия. У нас сегодня второе занятие. Тема КПРФ о глобализме как современном этапе империализма. Ну, я вам должен сейчас немножко, чтобы увязать с прошлой лекцией. Мы не закончили там вот ленинский этап. Ну, собственно говоря, здесь повторяется, так, империализм как высшая стадия капитализма. Я просто хочу вам сказать, вот я там, может быть, литературу не привел. Ну, первая тема у нас были основы марксизма-ленинизма, так? Там мы рассмотрели три источника, три составные части марксизма-ленинизма. Диамат, истмат и марксистскую политэкономию. Значит, вот там я, может быть, литературу вам не указал, так? Ну, прежде всего, если говорить о Марксе и Энгельсе, то, конечно, вам хотя бы прочитать манифест Коммунистической партии, который, значит, можно найти в собрании сочинений Маркса и Энгельса, том 4. Ну, это вот, как говорил Ленин, небольшая книжица, которая стоит целых сочинений. Так? Ну, вот в этом, кстати, произведении они вкратце действительно излагают суть своего учения и основные вот, значит, этапы развития марксизма и, значит, его цели. Ну и, конечно, тут еще в литературе стоит «Капитал», том 1, но это на тех, кто сможет одолеть, так. В принципе, книжка «Капитал» вообще это критика политической экономии, там подзаголовок стоит, так. «Капитал», он посвящен марксистской политэкономии. Это в основном, конечно, идет не только критика не только, значит, буржуазных авторов по политэкономии, но и в целом, значит, критика политэкономии капитализма. Ну, «Капитал», вот первый том, это, как я вот в прошлый раз, по-моему, сказал, это, значит, первый том посвящен процессу производства. Ну, там еще есть процесс обращения там, и так далее. В общем, первый том написал сам Карл Маркс, но он накопил очень много материалов, и остальные еще 2 или даже 3 тома по этим материалам, значит, подготовил его друг Фридрих Энгельс после смерти уже Карла Маркса. Так, еще, значит, вот так как мы говорили о 3 источниках, вот у Владимира Ленина есть соответствующая работа. Она так и называется «Три источника и 3 составных части марксизма». Значит, ее можно найти в полном собрании сочинений Владимира Ленина, том 23. Ну и тут еще по этой первой теме, значит, я включил работу Сталина Иосифа Виссарионовича о диалектическом и историческом материализме, которая опубликована была в журнале КПРФ «Политическое просвещение», 2013 год, номер 1. Ну, надо посмотреть, я еще сам, честно говоря, не смотрел. Так? И, наконец, вот к этой теме, ну, в общем-то, к этой теме, наверное, да, большей частью. Значит, вот книга Боровикова Александра Петровича, по-моему, так, это вот профессор, ленинградский профессор санкт-петербургский, «Начало марксизма-ленинизма», учебное пособие, Москва, 2011 год. Ну, это вот ЦК, между прочим, рекомендует Боровикову как основное пособие для слушателей в партийной учебе, в системе партийной учебы. Так, если говорить о новой теме, так вот по новой теме у нас, ну, тема называется «Учение КПРФ о глобализме как современном этапе империализма». Здесь мы должны рассмотреть 3 вопроса. Империализм как высшая стадия развития капитализма, это вот сейчас ленинский этап, его немножко пройдем. Затем трансформация империализма, двоеточие, переход к глобализму. Ну и 3 вопрос – это эволюция глобализма. Сегодня, я думаю, глобализм мы полностью, наверное, не успеем закончить, только, ну, хотя бы начнем, вот, то есть, вот второй вопрос – трансформация империализма, переход к глобализму. Вот этот вопрос, 1 и 2 мы постараемся раскрыть. Значит, здесь какая литература вот я рекомендую? Ну, все так же работа Владимира Ленина. Ну, в первой теме он там же связано с основами, основными 3 направлениями, 3 источниками и частями марксизма. Поэтому приводится. А здесь как... нет, извиняюсь. Значит, здесь другая работа Владимира Ленина. «Империализм как высшая стадия развития капитализма». Так, она опубликована в полном собрании сочинений, том 27.
Ну, вообще, называется у него «Популярный очерк», где-то 26 страниц, но работа все равно достаточно сложная, там вот посмотрите, когда у него очень много графиков, Ленин вообще работал очень капитально, он цифры, очень многие цифры приводил там, доказательства, доказательств своих доводов. Так, сюда же, значит, по глобализму у нас все-таки основной теоретик Геннадий Андреевич Зюганов. Две книги. Вот первая книга, по которой мы и начнем, называется, значит, «Глобализация и судьба человечества». Издана Геннадием Андреевичем в 2002 году. Так? И вторая книга, вот она, значит, вышла в 2018 году, спустя 16 лет, называется «Россия под прицелом глобализма». Ну, мы пока вот будем по первой книге, немножко вот пройдем по ней, что сможем, значит, то рассмотрим. Также тут я еще, не знаю, найдем мы эту работу или нет, есть такой известный специалист Стиглиц, Джордж Стиглиц, видимо, так. Называется у него работа «Глобализация, двоеточие, тревожные тенденции». Перевод с английского, Москва, 2003 год. Ну, вообще у Геннадия Андреевича, вот он все-таки действительно теоретически у нас самый опытный человек, так? Он изучил очень многие вот эти вот зарубежные работы, некоторые я из них назову, вот те, что начали изучать вот этот процесс глобализации. Ну и работа Трушкова. Трушков Владимир Владимирович, по-моему, да? Это наш известный тоже партийный теоретик. Вот. У него есть такая статья, называется «Ленинское учение об империализме и меньшевизм 21 века». Значит, эта статья опубликована в газете «Правда» 22 апреля 2021 года. То есть в прошлом году, годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вот это вот такие вот моменты, на что я хотел обратить внимание. Теперь переходим завершая первую тему, я просто хотел сказать тут, подводя итоги, там мы, конечно, ставили главный вопрос, чем отличается утопический социализм от научного. Вот есть у Боровикова такая итоговая фраза. Коренное отличие социализма утопического от социализма научного заключается в том, что первый представляет собой выдумку, созданную фантазией какого-либо гениального ума и не имеющего под собой реальной основы. Второй же является результатом анализа тех процессов, которые фактически происходят в обществе и развитие которых неизбежно должно привести к осуществлению его принципов, то есть научного социализма. Ну, тут я немножко, может быть, поправлю Боровикова, говоря о таких утопистах, как Томмазо Кампанелло, Томас Мор, так, это более ранее, и потом самые известные это Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн. Вот особенно последние, они, конечно, все-таки не совсем выдумывали все из головы. Вот первые, да, у одного, значит, там работа, я вам говорил, да, у Томмазо Кампанелло, он 20 с лишним лет сидел в тюрьме и написал труд «Город солнца», так. А Томас Мор, у него вот работа называется «Утопия». Вот он первый ввел это понятие «утопия», то есть место, которого не существует в мире. Вот. И вот они, да, первые утописты, они, может быть, не совсем как-то владели обстановкой, существующей в то время, так? Многое они как бы старались предвидеть. А вот Сен-Симон, Фурье и Роберт Оуэн, не зря же сказал Фридрих Энгель, что мы никогда не должны забывать, что мы стоим на плечах таких гениальных умов, как вот эти трое названных. Но они утописты, потому что они, собственно говоря, не видели научного, не совсем научно оценивали обстановку и, конечно, не видели реального выхода, реальных целей, которые, реальных шагов, которые должны были привести к созданию нового общества. Но это были все-таки гениальные умы, а раз так, значит, они, конечно, все-таки какую-то обстановку видели. Лишь 19 век, там конец 18-го, начало 19 века, утописты. То есть, они не совсем были оторваны от жизни, но это был ранний этап капитализма, вот как говорят о них.
Маркс и Энгельс, что они на ранней стадии капитализма, они, конечно, еще много не понимали, не видели. А вот Маркс и Энгельс – это уже достаточно развитой как бы капитализм. Ну, еще, конечно, капитализм свободной конкуренции, значит, да, капитализм частных предприятий, еще монополий нет. Вот. Но уже капитализм, как бы, который все основные свои черты уже проявил. Поэтому Маркс и Энгельс и сумели создать вот эту вот научную теорию научного социализма. Так, теперь переходим вот к ленинскому этапу, да, развитие Лениным теории марксизма. Ну, в кратко-суммарном виде ленинский вклад в марксизм заключается в следующем. Вот, 10 пунктов приводит Боровиков, я их озвучу тут вкратце. Значит, во-первых, Ленин отстоял исходные философские основы коммунистического мировоззрения от натиска идеализма, агностицизма и метафизики. Ну, дело в том, что вот у него есть работа, значит, так, подождите, у него так, философские тетради, и еще есть, да, эмпириокритицизм, так, вот, ну, короче, вот философская работа такая серьезная есть у Владимира Ильича Ленина, где он пытается, значит, дело в том, что последователи Маркса и Энгельса, они же потом выродились, в общем-то, в эти самые западноевропейские социал-демократические партии, которые, ну, стали оппортунистическими. Вот они видели, ну, они, противники марксизма, они говорили так, что на современном этапе, то есть начало 20 века, значит, вся теория Маркса, ну, дело в том, что потом об этом Геннадий Андреевич говорит, да, что в истории человечества были технологические и научно-технические революции, несколько их, так, и вот одна из них была как раз в конце 19-го, начале 20 века, очень много открытий, авиация, автомобиль, там, телефон, радио и так далее, да, и вот они говорили, что открыли атом. Ну и, значит, вот противники марксизма говорили, что Маркс ошибался, все это ошибка, значит, и так далее, что Гегель был более прав там. И вот Ленину пришлось в этих философских работах отстаивать, вот, что ленинские, марксистские подходы, они были верны. Так, второе. Ленин, первый из марксистов, проанализировал новые явления мирового хозяйства и создал теорию империализма. Он показал, что экономической сущностью и основной чертой империализма является смена свободной конкуренции господством монополий, что на его стадии, то есть на стадии империализма, все капиталистические противоречия достигают наивысшей степени и создаются предпосылки для перехода общества к социализму. Поэтому империализм, говорил Ленин, есть высшая и последняя стадия капитализма. В то же время он открыл присущий империализму закон неравномерности экономического и политического развития и установил, что к социализму разные страны придут не одновременно. А вот, ну, тут, значит, что я должен сказать, да? Про империализм я, может быть, еще чуть ниже коснусь. Значит, Ленин говорил о том, что, значит, вот Маркс и Энгельс, будучи еще на этапе домно-марксистского капитализма, они считали, у них такая идея была. Вообще сейчас вот, значит, где-то вот написано, по-моему, Боровикову там и так далее, что, рассматривая марксизм, мы должны отметить, кстати, те моменты в марксизме, которые устарели или ошибочны были. У них тоже ошибки были, ошибочные, так? Мы должны, там вот у Боровикова есть, мы должны отметить такие моменты, которые, ну, которые надо, ну, несколько пересмотреть. Ну и потом еще момент, значит, что марксизм, он должен обновляться с каждым новой эпохой и так далее. Вот Ленин, да, вот Маркс и Энгельс говорили, что в свое время, что к социализму, значит, перейдут прежде всего самые развитые страны, ну, это такие, как Англия, Франция, Соединенные Штаты там, и так далее. Ну, вот эти вот прежде всего. Причем одновременно перейдут. Это у них вот такое предвидение было. А вот Ленин на своем этапе, значит, пришел к выводу, что ввиду неравномерности развития, так, империализма, ну, вот ввиду открытий разных научно-технических и так далее, вот такого не произойдет. Все страны развиваются очень неравномерно,
Одни выходят вперед, другие, значит, отстают. Ну и причем вот он выделил, это же тоже довольно, что революция произойдет не в самой развитой стране, там, не в развитых странах, а в наиболее слабом звене. А это, соответственно, одна из наиболее слабых стран. Это Россия. Вот он уже подразумевал, видимо, Владимир Ильич. И вот он говорил о том, что да, вот возможен прорыв и в слабом звене, и причем революция может пройти не обязательно в нескольких странах, а может с одной страны начаться. Так, теперь, так. Ладно, про империализм еще остановимся. Третье. Ленин подверг дальнейшей обстоятельной подождите-ка. Значит, проработки центральную идею марксизма о всемирной исторической миссии рабочего класса. Вот это чуть не основное звено в марксизме. Вот они же выделили, что именно рабочий класс является вот порождением, во-первых, капитализма, так? И во-вторых, вот как раз вот этот вот социальный слой, который является могильщиком капитализма. Но он наиболее передовой, наиболее сплоченный, ему нечего терять. И вот эта вот идея, Ленин ее развил дальше. Четвертое. Владимир Ильич Ленин, руководствуясь положением марксизма о необходимости наличия у пролетариата собственной партии, создал целостное учение о ней и практически основал ее. Ну вот Маркс и Энгельс говорили, да, вот в манифесте почитайте, что пролетариат для того, чтобы ему, ну, во-первых, овладеть вот теорией научного коммунизма, да, они должны иметь авангард. Авангард – это, как говорится, наиболее передовые слои рабочего класса, ну и не только там, вы знаете, вот у нас, например, да и в других странах, партии создавали даже не столько рабочие, сколько интеллигенты. Ну, они более были подготовлены, и потом вот интеллигенция вовлекала рабочий класс, вот, ну, как бы соединяла рабочее движение с марксизмом. Вот он ведь не просто создал, ну, Маркс и Энгельс говорили, да, что партия обязательно нужна, это как авангард, это ведущая часть рабочего класса, она теоретически наиболее подготовлена, она должна возглавлять рабочий класс, так, вот, а Ленин этот постулат, он и развил, вы знаете, и на новом этапе вот не просто там основные принципы создания партии изложил, да, но он создал партию фактически. Причем, вы знаете, она будет окончательно создана на втором съезде в 1903 году в Лондоне, второй съезд РСДРП тогда, да, и тогда появятся большевики и меньшевики. Вот большевики – это вот как раз революционное звено нашей партии. Меньшевики – это оппортунисты в конечном итоге станут. И Ленин, значит, развивал положение партии, что партия должна быть последовательно марксистской, революционной и так далее. В отличие от западноевропейских, германских там, и других, которые переродили, они отошли от революции. Они постепенно, значит, говорили, не надо, зачем? Давайте реформировать, давайте, как говорится, постепенно переходить там. Вот, давайте, как говорится, от революции откажемся, типа того. Ленин говорил, нет, революция – это, как говорится, одно из главных звеньев марксизма. Без революции невозможно победить, так? Ну, она может быть, потом он скажет, по-моему, позже, да, что революция, конечно, может быть разной. Ну, это и позже партия разовьет, там, уже в период Хрущева на 20-м съезде будет, кстати, положение о том, что социализму можно перейти не обязательно вооруженным путем, можно мирным путем перейти. Но это только с помощью других мощных социалистических стран. Можно перейти к другим странам, если им помогает более мощное. Так, теперь, следующее, пятое, значит, Ленин творчески, используя марксистскую теорию социалистической революции, углубил все ее основные положения, придал им свежее звучание в соответствии с особенностями эпохи империализма. Он выдвинул и раскрыл такое важнейшее положение, как революционная ситуация. Ну, действительно, у Маркса и Энгельса это есть, революция – это локомотив истории, так? Они говорили о том, что да, только вот в результате революции, ну, они в основном, видимо, все-таки рассчитывали на вооруженные революции, на переход вооруженным путем. Вот. Владимир Ильич Ленин
ну, у них тоже общие постулаты были, общие, как говорится, моменты, что да, надо использовать революционный подход к переходу к новому обществу. А вот Ленин развил вот эту вот теорию социалистической революции, так, вот, и, ну, вы знаете, вот он много потом, и не только развил теорию, он практически воплотил марксистский тезис, марксистское положение в жизнь. То есть Октябрьская революция, это вот фактически, конечно, тоже детище коммунистической партии, прежде всего Владимира Ильича Ленина как руководителя. Так, ну, о революционной ситуации вы знаете, вот тоже у Маркса и Энгельса этого не было, там 3 момента, да? Вот, значит, верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому, и, значит, ситуация в обществе, ну, прежде всего, в низах, значит, да, у трудящегося населения, значит, ситуация доходит до предела. Вот они уже не могут терпеть. И вот они не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому. В этот момент назревает революционная ситуация. Так, следующий, 6-й момент. Да. Ленин научно обосновал предпосылки и пути построения социализма в условиях капиталистического окружения. Вскрыл закономерности и главные черты переходного периода от капитализма к социализму. Разработал обстоятельный план крупномасштабных социалистических преобразований, доказал необходимость введения НЭПа как объективного этапа в движении к новому обществу. Вот. Ну, а также еще можно отметить, что во внешней политике он, значит, первым ввел такой принцип, как мирное существование государств с различным социально, ну, общественным строем. Да? Ну, в данном случае действительно у Ленина, правда, у него не сказать, что это в одной работе, вот у него в разных работах и так далее, как и у Маркса с Энгельсом, у них вот эти вот идеи о том, что, ну, научный коммунизм это что? Это не просто, значит, доказательство того, что научный коммунизм это реальная вещь, так? Ну и это еще, как говорится, какими путями можно к этому научному коммунизму подойти и какими этапами он должен строиться. Об этом еще Маркс и Энгельс, значит, свои, значит, приводили положения. Вот Владимир Ильич Ленин, он не только теоретически, но и уже практически потом, это вот, кстати, это следующий, по-моему, этап, да, вот, он практически начал строить новое общество, используя вот и положение Маркса и Энгельса, и новое, вот он новое же придумал, многое, вот. Так, да, вот видите, ну, это его все-таки идея, вот иногда там говорят, что вот Иосиф Виссарионович Сталин там и так далее. Нет, Ленин же сказал, что в конечном итоге он надеялся на мировую революцию, но когда понял, что западные страны все-таки задавили вот эти очаги революции в Германии, в Венгрии, в Словакии, в Финляндии, везде задавлены были, так? Вот, в Польше пытались даже, нет, Польши нет. И тогда он пришел к выводу, что социализм придется строить в одной стране, в капиталистическом окружении. Но вот у Ленина же есть, что у нас все позволяет построить вот это вот новое общество. Во-первых, наши богатства несметные, да, природные, значит, люди, так, и вот тот запал, который дала революция, так, и вот он говорил, что это все вполне, ну, что построение вполне, ну, и потом, конечно, спорили и со Сталиным, Троцкий там и другие, они не верили, так, вот, все это приходилось доказывать, причем потом прямо в жизни доказывать. Так, теперь, так, ага. Ну вот насчет НЭПа. Вот НЭП, видите, Ленин в период гражданской войны перешли к политике военного коммунизма. Но это, в принципе, что значит военный коммунизм? То есть, в принципе, стали внедрять принципы коммунистического общества. Отказались от денег, отказались от торговли, продуктообмен, натуральные пайки. Кто не работает, тот не ест. Все бесплатно. Транспорт бесплатно, коммунальные никто не платит и так далее, да? Казалось бы, коммунистические принципы. Но это вынужденные были, потому что в условиях гражданской войны просто по-другому было невозможно. И вот как-то люди привыкли, включая коммунисты, и когда закончилось, вдруг Ленин переходит, ну, восстание крестьян. А потому что в период, вернее, вот политику военного коммунизма входила продразверстка. Продразверстка
это, ну, в общем-то, грабеж где-то крестьян. В принципе, брали у крестьян все, кроме минимума. Оставляли им на еду и на посев минимально. Все остальное забирали, обещая расплатиться после войны или давали дешевые деньги. Ну, в общем, короче, это был грабеж, конечно. И вот крестьяне терпели в годы войны, но они вынуждены были, так? Потому что из двух зол, крестьяне тоже колебались, они все-таки, ну, как они считали, двух зол они выбрали меньшее, да? Вот, советскую власть. Потому что советская власть им дала землю. Советская власть им, как бы, это главное, вот, чего они добивались. Ну, определенно, и волю дала, конечно, свободу. А вот после гражданской войны они уже не хотели вот отдавать все и оставаться ничего. Потому что у них же, ну, что называется, крестьянин, он же с одной стороны труженик, с другой стороны собственник. Ему же надо, ну, как любому вот сейчас, как говорится у нас, бизнесмену там и так далее, так, ему же надо какую-то прибыль иметь, чтобы что-то покупать. Они же обнищали, весь народ обнищал в годы войны. А покупать не на что, потому что все отбирает. Ну, продоразвёздка, это фактически, да, вот, изымание. А НЭП, вот Ленин, посмотрев на Кронштадтский мятеж, на Тамбовское, там, на другие восстания крестьян, в Сибири 100 тысяч крестьян, значит, партизанскую войну, можно сказать, вела. Перешел, вот он Ходаков принимал и так далее. В конце концов пришел к выводу, что надо сделать шаг назад, или там 2 шага назад, да, сомкнуться с крестьянами. Крестьяне, короче, они по сравнению с рабочим классом, ну, конечно, менее сознательные, вообще безграмотные в значительной мере народ. Так, не очень понимали, что такое социализм там и прочее, да. Вот надо было отойти и вместе с ними медленно идти вперед. А то, считал Ленин, мы можем оторваться с рабочим классом и партией от основных масс. А крестьян-то в стране 80% населения, они же сомнут любую власть, если, как говорится, им не пойдешь навстречу. Вот, и поэтому была введена политика НЭПа. НЭП – это в определенной мере уступка крестьянству. Так? Вместо продразверстки – продналог. В 2 раза меньше продразверстки, продналог в 2 раза меньше. Значит, что-то крестьянину стало оставаться, он мог уже ехать на базар, что-то покупать, там, в магазин и так далее, и так далее. И вот НЭП потом, сначала это была уступка крестьянству, а потом, в общем-то, уступка и в городе. НЭПманы, вот недавно фильм закончился, «Цыпленок жареный», да, там НЭПманов показали. В общем, короче, НЭП это, в принципе, можно сказать, такой обязательный элемент перехода от капитализма к социализму. Вообще социализм вырастает из капитализма. Но капитализм, Ленин говорил, как он, значит, ну, во-первых, если это развитая страна, капитализм там создает в определенной мере материально-техническую базу. Там только власть надо менять, и все. А если вот такая страна, как, значит, Россия, такая страна, как Китай, очень отсталые, большей частью крестьянские, ну, конечно, Россия более промышленная все-таки какая-то была развита, в отличие от Китая. Китай еще более отсталый, вообще крестьянская почти страна. Так? Вот там переход к, ну, можно так сказать еще, что не только Якутия же миновала капитализм, можно сказать, и перешла к социализму. Это тоже идея Ленина. Так? Но и вся Россия в какой-то мере переходила от капитализма, минуя в какой-то мере капитализм, сразу к социализму. Почему? Потому что капитализм у нас с 1961 года отмена крепостного права и до 1917 года 56 лет. Вот капиталисты наши нынешние 30 лет. Мы же не видим, что какие-то кардинальные изменения. А там 56 лет. Но там более быстро, конечно, развивался капитализм, потому что исходный уровень развития был низкий. Так? Вот. И, значит, у нас, что называется, капитализм был прерван на восходящей линии. Он еще не развился даже там. Так? Хотя он дошел у нас, вообще говоря, до стадии империализма. Но это наиболее вот развитые предприятия и банки в основном. Так? Но вот был такой еще кардинальный разрыв между промышленностью и сельским хозяйством. Очень промышленность как бы вырвалась вперед, так, а крестьянство у нас сильно отставало, сельское хозяйство сильно отставало. Поэтому НЭП, он нужен вообще-то, а может быть даже и в развитых странах он нужен, потому что вот Ленин говорил, что
что, значит, сразу перейти очень сложно, и сразу вот мы тоже придем к власти, мы же капиталисты, ну, наших бизнесменов, значит, фермеров, мы же не будем их разгонять. Мелкий и средний бизнес надо оставлять, надо брать командные высоты, а вот этих, ну, на определенный период, на переходный период, чем менее развита страна, тем он более длинный. Вот у Китая еще до сих пор переходный период идет, хотя 70 лет, но они вот... Они используют капиталистов. Значит, капиталистов надо использовать, ну, с одной стороны, ввиду того, что, значит, этот строй, он же для своего времени, капитализм, в отличие от феодализма, а у нас пережитки феодализма даже в России очень сильны были, на окраинах вообще патриархально-феодальное общество. Значит, капитализм по отношению к этим обществам, он более прогрессивен. Но Ленин говорил, он же использовал... НЭП он хотел в форме госкапитализма. Ну, правда, допускал мелкий и средний капитализм и концессии, как госкапитализм. Вот, и поэтому, значит, без помощи капиталистов... Ну, капиталисты, они шустрые люди. Это вот от них не отнимешь, так? Им определенную свободу, им деньги, так? И они, во-первых, вот работая, прежде всего, конечно, в товарной сфере, в легкой промышленности и так далее, они же очень быстро, вот когда ввели НЭП, уже к 25-27 году фактически страна возродилась за каких-то 5 лет. Ну, во всяком случае, накормили страну, так, возродили в какой-то мере сельское хозяйство, и на этой основе началась индустриализация, постепенное, значит, развитие. Ну, индустриализация у нас тоже надо иметь в виду, что она началась еще до революции, а была продолжена как социалистическая уже у нас. Ну, та индустриализация, сильно порушена же была страна, поэтому опять чуть не с нуля начинали. Так, это вот такой момент, да. Так что НЭП, он, конечно... Причем Ленин же говорил, что НЭП всерьез и надолго. По идее, для нашей страны, достаточно слаборазвитой, мы должны были этот НЭП... Вот, Китай 70 лет еще НЭП использует. Мы как минимум 30, 40, 50 лет мы должны были использовать. Но условия, ну там Иосиф Виссарионович, может быть, конечно. Дело в том, что НЭП это политика компромисса в какой-то мере вот с этими мелкими капиталистами, мелким средним капиталом надо. Да и даже с концессиями, да. Вот. А обстановка была очень сложной, 20-е годы, чуть не разрыв отношений с Англией, там чуть не на грани войны стояли. И вот Сталин взял и ликвидировал НЭП, фактически отказался от него. Ну, не полностью, там кое-какие моменты оставались товарно-денежные, хозрасчет еще и так далее, да. Вот. Но в основном все-таки вот он, вот этот класс капиталистов, он ликвидировал, даже включая кулаков. Вот. А по идее в нашей стране, если бы были более-менее времена не такие жесткие, да, по идее, я говорю, это довольно длительный процесс должен был быть. Так, ладно, теперь дальше. Угу. Вот. Ленин уделил исключительное внимание разработке теории диктатуры пролетариата как главного орудия построения социализма. Обосновал, что рабочий класс должен быть гегемоном не только в свержении старого, но и в создании нового строя. Вот опять же, вот этот весь переходный период, это диктатура пролетариата. НЭП, диктатура пролетариата, это все должно сохраняться в какой-то мере, так? Но, ну, диктатура, он говорил так, диктатура по отношению к эксплуататорам, то есть к враждебным классам, и демократизация в отношении народных масс. Вот тут должно вот такое быть понятие, что диктатура пролетариата, она не только, вот, только жестко всех давить должна. Нет, вот она должна разделять. Ну, потом, так, ну и, конечно, вот рабочий класс, он, значит, ну, дело в том, что рабочий класс, в отличие от всех других слоев, он выражает интересы не только свои, пролетарские, но он в конечном итоге выражает и должен выражать интересы всего широких слоев населения. Крестьянства, интеллигенции, кого угодно. Вот он, как говорится, но он должен быть гегемоном. Следующий момент, значит, Ленин, руководствуясь идеями марксизма и обобщая опыт социалистического строительства в СССР, ну, 5 лет он прожил
при социализме, да, конкретизировал содержание и особенности различных исторических стадий и ступеней утверждения нового строя, дал общую характеристику его черты закономерностей развития, наметил исходные контуры становления коммунистической формации в международном масштабе. То есть Ленин вот на основе даже вот этого небольшого опыта, у него есть работа «5 лет российской революции», доклад был, так? На основе этого небольшого опыта он и то уже сделал ряд выводов и, значит, подметил определенные моменты, вот, которые были характерны для начального этапа, и потом, ну, пытался, конечно, насколько и Маркс, и Энгельс об этом говорили, да, и утописты, вы помните, все же предвидели какие-то, как будет развиваться новое общество. Вот у Ленина тоже есть вот эти вот моменты. Так. Далее, 9. Ленин создал целостную концепцию мирового революционного процесса в новую эпоху, сформулировал принципы, стратегии и тактики коммунистических рабочих партий. Под его руководством возник Третий интернационал. Ну и вождь революции внес вклад в разработку национально-колониального вопроса, рассматривая... Так, сейчас минуточку. Ага, сейчас он есть. Рассматривая его в качестве составной части более общего вопроса о международной пролетарской революции. Ну, здесь что можно сказать? О том, что вот Владимир Ильич Ленин, продолжая линию Маркса и Энгельса, он тоже, ну, не попытался, он действительно создал Третий интернационал, потому что Второй интернационал себя исчерпал. В годы войны он пошел на сговор с... Все эти социал-демократические партии, каутские и другие, они все голосовали за военные бюджеты, то есть за войну. Они все пытались поддержать вот эту буржуазию. И на этом Второй интернационал, фактически, который создал Фридрих Энгельс, кстати, да, он крякнулся, можно сказать, он себя исчерпал. И Ленин в 1919 году создает Третий интернационал. Ну, в него входили достаточно много новых партий и так далее. Вот. И вот он сформулировал ряд положений о стратегии и тактике нового интернационала. Кстати, Коминтерн будет действовать с 19 по 43 год. И вот в годы войны, ну, Сталин ликвидирует, потому с тем, чтобы, ну, заручиться... Ну, во-первых, в годы войны очень сложно было, конечно, как-то руководить пролетарскими рабочими партиями, да, в условиях военного времени. И во-вторых, конечно, учитывая, что нам нужны были союзники, и чтобы их не раздражать, они все боялись, что вот мы... У них же как было там, вот до войны, что два тоталитарных режима, фашистский и советский, да, или коммунистический. И коммунизм тоже пытается распространять свои идеи, вот, ну, везде провокации проводить, там, готовить население к революциям и так далее. И вот, чтобы не раздражать, вот это было, Коминтерн был ликвидирован, но потом, правда, появится Коминформ, так называемый. Ну, это как продолжение вот Коминтерна. То есть у нас, в принципе, мы работу в международном масштабе, и сейчас, в том числе, мы ее не бросаем. Вот. Ну, а национально-освободительное движение – это же действительно составная часть, потому что большая часть населения мира, 3/4, если не 4/5, это колониальные зависимые страны были. Вот Октябрьская революция положила начало этой борьбы национально-освободительной, а Вторая мировая вообще приведет к ликвидации колониальной системы в конечном итоге. Да? Вот. Но, правда, эти западные империалисты, они от колониальных методов, они перешли к неоколониальным, экономическим, они продолжают душить эти бывшие колониальные страны. Так, следующий момент, 10-й, последний, да, вот. Ленин обогащал революционную теорию в непрерывной борьбе с противостоящими марксизму идейно-политическими течениями. Идейный разгром этих течений составляет огромную историческую заслугу вождя перед мировым революционным движением. Ну, Ленин боролся, во-первых, он говорил, что вот оппортунисты вне партии, вне коммунистического движения, с ними и внутри коммунистического движения тоже были, ну, возьмите тех же меньшевиков, тех же троцкистов, они все потом будут работать и даже вот принимать участие в революции, в гражданской войне. Троцкий же большую роль сыграл в период революции и гражданской войны. Но он был все-таки антимарксистом. Вот он все-таки понимал не совсем правильно марксизм.
и гнул свою линию там. Ну, или вернее, он так, он у Маркса взял вот это вот, у него теория, по-моему, там связана с перманентной революцией. Он считал, что Советский Союз – это слабое государство, оно не выдержит, в ней невозможно построить социализм, капитализм задавит. Надо дальше разжигать пожар революции. И вот когда в развитых странах произойдет революция, вот тогда дело будет. И вот он пытался вот это вот разжигать этот пожар революции с этой вот сторонники. До сих пор они есть, по-моему, так. Теперь, ну и таким образом творческое наследие Ленина является продолжением и новым этапом развития марксизма-ленинизма. Вот. Ну, они взаимосвязаны. Считается, что ленинизм без марксизма невозможен. Ну и как бы марксизм без ленинского этапа, он тоже оставался бы несколько неразвитым таким учением, да? Ну, это учение надо дальше развивать. Ну, дальше вот тут и была глава особенностей марксизма. В чем особенности марксизма-ленинизма? Во-первых, научность. Вот, и только на научной основе теория развивается у нас, так? Мы не должны подменять там разными утопическими или другими моментами. Второе, партийность марксизма-ленинизма. Партийность подразумевается, что все события в мире, значит, марксисты рассматривают с классовых позиций, с позиции рабочего класса, его партии. Вот. Третье, творческий характер марксизма-ленинизма. Ну, вот об этом Маркс и Энгельс говорили сами так, и Ленин говорил, что марксизм не догма, что это, вот, это основные как бы моменты, принципы, которые были заложены. Вот. И их надо просто развивать дальше, потому что жизнь не стоит на месте же. Поэтому творчество должно быть. Ну и, наконец, революционно-практическая направленность марксизма-ленинизма. То есть это не просто теория, а это руководство к действию. Руководство к действию. Так, теперь, ну, если вот говорить о работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», популярный очерк, да? Ну, популярный, там довольно сложно. Значит, смотрите, Ленин опирался в своей работе на иностранных авторов. Это Гоббсон и Гильфердинг. Гоббсон написал работу «Империализм», еще исследования в Лондоне, ну, английский ученый, да, в 1902 году, а Гильфердинг, это, скорее всего, немец, так, он написал работу «Финансовый капитал», австриец даже, да, Гильфердинг, «Финансовый капитал» и издал в Вене в 2010 году. И вот на основе изучения этих работ, анализа их и так далее, Ленин фактически вот построил новую концепцию. Значит, ну, так, вот у него там глава так называется: концентрация производства и монополии, банки их новая роль, финансовый капитал, финансовая олигархия. Сейчас я это, так, вывоз капитала, раздел мира между союзом капиталистов, это его главы просто, раздел мира между великими державами, империализм как особая стадия капитализма, паразитизм и загнивание капитализма, ну и критика империализма. Вот такие вот у него 9 глав. Но если вот я тут, сейчас вот давайте, могу немножко найти, да, значит, нет, подождите, здесь, ну ладно, вот здесь вот я немножко оттолкнусь, да. Значит, если говорить о империализме, ну, там 5 признаков обычно выделяет у него, да. Вот. Ну, самый главный признак империализма – это монополия. Монополия, то есть это господство капиталистических объединений. Если раньше капиталисты и крупные предприятия были сами по себе, то, ну, этому, почему, значит, почему капитализм перешел к этому, в эту новую стадию? Ну, во-первых, в мире как раз в это время произошли крупные научно-технические открытия. Я вам говорил, научно-техническая революция, она то ли первая, то ли вторая была там по счету, да. Значит, и во-вторых, значит, вот случился первый крупный мировой кризис 1899-1904 годов. Так, вот конец 19-го, начало 20 века. И этот кризис, ну, он был довольно серьезный, он привел к тому, что, ну, как правило, в кризис разоряются мелкие и средние предприятия. Крупные выживают, но выживают так, что они вынуждены стали объединяться.
вот все, а может и средние, стали объединяться, возникли вот эти монополии. И они, чтобы выжить, вот монопольные цены устанавливают. Они объединяют, сначала объединялись, ну, там разные формы. Картели есть, картели, синдикаты, тресты и концерны. Там 4 формы. То есть это объединение на разной стадии. Там. То объединяет просто торговлю общая, да, цены монопольные, то вместе уже тресты или синдикаты, они там уже объединяют не только торговлю, но и производство. Тресты еще более, там, больше объединения и так далее. И вот эти монополии – это главный признак империализма, монополистический капитализм. Так? И они вот безраздельно хозяйничают в экономике и в политике. Вот. И главная, конечно, цель – монопольно высокая прибыль. Вот. Они навязывают, ну и сейчас, вот, собственно говоря, везде монополии. Они навязывают свои цены, и никакой мелкий капиталист их не перебьет. Они его задавят, вот, и так далее. Так, вот. Теперь, на известном этапе монополия объединяется с буржуазным государством, порождая государственно-монополистический капитализм. Так, вот. То есть, там даже так, у Ленина сначала сказано не то, что с государством, сначала монополия – это все-таки производственный капитал, да? Он объединяется с финансовым, с банками. Возникает финансовая олигархия. Вот она и командует фактически в мире сейчас. С тех пор и до сих пор. То есть это крупные банкиры, вот, вообще финансовые воротилы, которые фактически подчинили себе ряд предприятий там, и так далее, монополии. И, они состоят и там, и тут во главе. Так, теперь, государственно-монополический капитализм, он тоже возникает в этот период, он объединяет капиталистов не только экономически, но и политически. То есть они создают союзы. Вот, либо внутри государства, либо на международной арене. Так, смотрите, господство монополии многократно увеличивает изначально присущий капитализму паразитизм. Так? То есть капитализм, в принципе, это паразиты, капиталисты, так? Но они же не работают большей частью, хотя сейчас говорят, что капиталисты тоже там трудятся, да, Билл Гейтс там и прочее. Так? Но на самом деле они, конечно, паразитируют, потому что они эксплуатируют людей, вот, и, как говорится, почивают на лаврах. Вот. И чем дальше идет вот это вот развитие капитализма, в стадии империализма переходит, госкапитализма, транскапитализма там, и так далее, так, тем больше нарастает этот паразитизм. Так? Вот. Сейчас вот золотой миллиард фактически, значит, живет за счет остальной части населения Земли. И они живут. Слушайте, вот у них, я там, да, в Америке, это вот писал он, это Зиганов писал, на уровне где-то начала 2000-х годов, да, вот, он говорил, что в Америке считается бедным человек, который получает в день меньше $50. Тогда не знаю, сколько был доллар, пусть даже 50 там, да, вот можете умножить. А в то время как большая часть населения Земли жила на $2 или меньше даже в день. Я так посмотрел по нашим ценам, значит, это примерно там где-то около 100-150 тысяч надо получать и считаться бедняком в Америке в месяц. А вот самые бедные страны, они получают в месяц, получается, 4,5 тысячи в месяц. И на это выживают, да. Вот это вот такие вот жуткие, конечно. Так, паразитизм капитализма ведет к его загниванию. Так. В чем, что значит загнивание? То есть некогда экономически прогрессивный строй, капитализм, неумолимо превращается в реакционное явление. Вот. Это считает не в том смысле, что капитализм перестает развиваться, что не растут производительные силы там, и так далее, а в том смысле, что он начинает тормозить вот, развитие производительных сил. Так? Вот. И в принципе, вы знаете, капитализм,
вот особенно на нынешнем этапе там, и так далее, вот они дошли до какой-то определенной черты, там, у них в принципе, да, вот есть, что капиталисты, империалисты, они гонятся за количеством денег, у них количественные сейчас моменты, качественные особо не играют роли, так, для них количество, то есть деньги, деньги, еще раз деньги, да, но сколько можно на этом, да, они же жиру бесятся, что называется, и вы знаете, что Запад, вот он, там, кстати, вот это вот загнивание, паразитизм, в чем еще выражается? Вот они же, у них там идет моральное падение, там, в общем, чего они только не придумывают, вот уже сами себя уничтожают, так, вот, рождаемость падает, значит, вот всякие ненормальные вещи выдумывают, так, и, ну и потом у них там, да, вот, вся культура построена, да, на насилии, на, значит, всяком разраде там и так далее, и так далее. Вот сами общество фактически, значит, ну, конечно, не все такие, некоторые понимают, но все равно это вот идет паразитизм ведет к загниванию. Так, ну вот равномерность, важнейшая особенность капитализма при империализме – это неравномерное его развитие. Ну, кстати, говорят, неравномерное и до империализма развивался капитализм. Да? Но как-то не сильно тогда страны отличались друг от друга. А вот при империализме одни страны начинают быстро обгонять другие, ну, за счет различных научно-технических достижений. Так, вот. Теперь, ну и при капитализме как бы они там жили, особо не ссорились, а при империализме наступает создание союзов, они уже начинают между собой грызться, и они доводят человечество до глобальных вооруженных конфликтов. Об этом свидетельствует. Вот что такое Первая и Вторая мировая война? Это борьба союзов империалистов между собой. Советский Союз и Россия, они как бы сбоку припеку. Ну, там сначала-то они в Антанте была, дореволюционная Россия, а Советский Союз, он был просто общим раздражителем и для одного лагеря, и для другого. Там две эти группы. Они как в Первой мировой столкнулись, германский блок и вот эти англосаксы, так и во Второй мировой войне. Ну, а делили-то что? Значит, как правило, это вот, кстати, один из признаков империализма, о том, что мир-то поделен уже между международными союзами капиталистов, между странами и так далее, да? Он оказался поделен уже к концу XIX века, как раз к империализму. И далее вот те молодые государства, ну, быстро развивающиеся, как Германия, Япония, там, ну, в какой-то мере Италия, там, да, и даже Россия и так далее, они, ну, Россия, ладно, у нее внутренняя колония, она огромная страна, так? А вот эти страны оказались не удел, пирог уже распилен, им достались крохи. У них были колонии у Германии, там, и так далее, да, у Австро-Венгрии, может быть, у Турции, какие-то колонии были, но маленькие. А, значит, им хотелось вот получить больше. И они начали Первую мировую войну. Не получилось, их задавили, вот эти англосаксы, прежде всего, да, вот, они развязали Вторую мировую войну, опять же, с новыми силами, ну и тут еще как бы главным раздражителем являлся еще Советский Союз, ну, в определенной мере и фашисты, да и западные, значит, наши партнеры или союзники тогда, да, они вообще все хотели поживиться за счет Советского Союза, за счет Советского Союза. Вот так, и если бы Советский Союз начал терпеть поражение, они бы там начали рвать Союз на части. Дальний Восток, Сибирь, там, и не только Япония, но и эти страны. В общем, поэтому, значит, мир оказался разделен, да, поделенным, и возникли вот на этой стадии, Ленин это уже заметил, ну, он же как раз написал в 1916 году, когда шла Первая мировая война, эту работу. Значит, он, да, сделал вывод о том, что империализм связан с постоянной борьбой за передел мира. Причем не только вот будут они воевать с Советским Союзом, с лагерем, но они между собой будут. И спокойно жить они населению не дадут. Населению. Так, теперь, так.
Вот. Ну, значит, почему еще вот Ленин говорит о том, что империализм – это не только высшая, но и последняя стадия капитализма, это умирающий капитализм, канун социалистической революции. Ну, говорит он, умирающий не в том смысле, что капитализм полностью исчерпал свои потенции и гибнет, а в том смысле, что, развиваясь, он объективно отрицает сам себя, превращается в свою противоположность. Ну, тут надо понимать таким образом, да. Ну, империализм, да, вот он создал материально-техническую базу. Сейчас вот в принципе в развитых странах, вот на золотом миллиарде, там власть поменять, а материально-техническая база уже довольно серьезная. Конечно, Маркс и Энгельс всегда говорили, что когда побеждает социалистическая революция, надо, даже в развитых странах, надо еще больше нарастить потенциал, ну, видимо, чтобы превзойти другие страны, да, и вообще, как говорится, не проигрывать им ни в военном, ни в экономическом отношении. Значит, он умирающий, потому что он, во-первых, да, формирует, ну, он рождает своего могильщика, чем больше, тем... Сейчас, в принципе, могильщиками уже фактически выступает 5/6 населения планеты, они все против этого золотого миллиарда, против этих империалистов, да, настроены. Ну и плюс, конечно, рабочий класс, который, конечно, там подкупает, всякое разное, но все равно и в этих странах идут социальные схватки, идут все равно, так? Вот. И, ну вот фактически, я говорю, империализм, он дошел до своего предела. Вширь он уже не может развиваться, кстати. Все, планета-то распилена. Теперь, я не знаю, вот они уже там и Луну пытаются делить там, ну, и так далее, и так далее. Но, одним словом, вот эта теория империализма, созданная Лениным, так, она до сих пор остается актуальной. И, значит, несмотря на вот новую эпоху, сейчас мы коротко к ней перейдем, да, значит, несмотря на новую эпоху, значит, империализм, как пишет тот же Геннадий Андреевич, все равно остается в силе, его основные постулаты, вот эти вот все 5 признаков, которые выделили и так далее. Так, теперь вот, если коротко немножко скажу про работу Зюганова, ну, мы ее только начнем, там потом в дальнейшем, в следующем занятии, может быть, продолжим, потому что время уже... Так. Смотрите, значит, глобализация и судьба человечества, 2002 год, да, это, как говорится, еще начало века, уже прошло 20 лет фактически с тех пор. Ситуация серьезно, может быть, ну, она меняется, ну, может, не так серьезно, но меняется. Так, значит, вот что он тут говорит, вот первая глава у него о принципиальном рубеже. Вот, он говорит так, ну, так как это было 2002 год, он пишет, на рубеже тысячелетий, как раз человечество, вы помните, переходило, да, от 20 к 21 веку, от 2 к 3 тысячелетию и так далее, да, вот. Человечество вступает в новое качество, существенно меняющее лицо современного мира, всю систему мировых связей и отношений. Ну, об этом тогда многие говорили. Вот. Отсюда и вошедший в повседневный обиход, говорит Геннадий Андреевич, термин глобализация. Вот. Ну, он говорит, с другой стороны, вот этот термин в мире, ну, не знаю, по крайней мере, на тот период, а может и до сих пор, нет единства в оценке сущности, движущих сил и последствий этой глобализации. Что такое глобализация? Вот. Далее он говорит, что сторонники глобализации, ну, понятно, так, это вот представители золотого миллиарда, они приветствуют пришествие нового мирового порядка. Слушайте, они вот уже говорят о новом мировом порядке. Да? Это похоже на что? На фашистский новый порядок. Помните, фашисты тоже говорили о новом порядке в мире. А тут новый мировой порядок. Якобы несущий человечеству невиданное доселе благоденствие. Так? Вот. Ну и там, в общем, эти сторонники, они расписывают, что глобализация чуть ли не приводит человечество к процветанию, к земному раю и так далее. Ну, на самом деле, конечно, это не так. Противники нового мировостройства предпочитают говорить о мондиализме. Мондиализм, ну,
тут же стоит, надо понимать, мировой заговор, что ли? Мондиализм, я вообще термин сам, надо посмотреть, что означает. О мировом заговоре, ну, как бы они, видимо, расшифровывают. И даже о наступлении апокалиптического царства зверя, говорят противники, да, в котором не останется места для человека. Вот что говорят, значит, противники сторонки, коротко, да, о глобализации, такие первые оценки. Значит, ну, оппонентов, причем оппонентов, то есть противников глобализации, становится все больше, и действуют они все активнее и жестче. Ну, это он там приводит, Геннадий Андреевич, вот эти вот все саммиты, помните, экономические, политические, где бы они ни собирались, везде возникают антиглобалисты, зеленые и другие, как говорится, противники глобалистов. И они везде там, значит, пытаются демонстрировать. Но основные оппоненты глобализации, все-таки, говорит Геннадий Андреевич, находятся не на улицах, а в общественных и политических кругах стран, которым уготована участь изгоев. То есть вот многие, ну, 5/6 населения, можно сказать, или 5/7 уже, так, 6/7 населения страны, это не золотой миллиард, они все гораздо серьезнее как бы понимают, к чему все это идет. Новый апартеид, так охарактеризовал экономическую политику ведущих капиталистических держав президент Бразилии даже, Фернандо Картоза. Сейчас, может, другой, это 20 лет назад. Ну, апартеид, вы помните, да, это вот деление там по расовому и другому, как говорится, отношения, да, вот. Одним из наиболее последовательных критиков, представляете, вот Геннадий Андреевич писал в 2002 году, еще Фидель Кастро был жив. Фидель Кастро, он чуть позже скончал, в 2008, по-моему. Вот он был одним из наиболее последовательных критиков этой глобализации. Ну, Фидель вообще, он вообще-то теоретик, у него трудов очень много, он не только известный оратор, организатор и так далее. Противники глобализации обвиняют творцов нового мирового порядка в беспардонном вмешательстве в дела суверенных государств, причем все чаще вооруженном вторжении. Возрастающую тревогу внушает состояние земной экологии, которое откровенно приносится в жертву интересам капитала. Не менее трагичном положении пребывает и экология духа, то есть осуществляется политика информационно-культурного империализма. Таким образом, явление, именуемое глобализация, представляет собой сложный узел противоречий, который затягивается все туже и туже. Значит, научно-технический прогресс, который сейчас идет, и сейчас вот тоже много открытий, он не решает проблему. Вот, значит, социально-политическую вот эту проблему. Перед лицом этих вызовов и угроз третьего тысячелетия России особенно необходима эффективная научно обоснованная стратегия государственного возрождения. Но об этом вот наша партия все время говорит. Так. Глобализм и глобальность явления не одинаковые, не однопорядковые. Вот глобальный характер имеют многие процессы природные процессы на Земле, так? Но при этом, естественно, научные и математические методы не отвечают, да не могут ответить на вопрос о том, является ли глобализация объективным, необходимым и неизбежным процессом, каковы его движущие силы, общие и специфические формы. То есть вот эти глобальные процессы природы изучают различные науки, но они вот, конечно, про глобализацию в политическом смысле они не могут, конечно. Процесс глобализации сам по себе зарождается, вот у Жиганова вот такой подход. Процесс глобализации на самом деле зарождается с началом человеческой истории. Но он имеет в виду, что, значит, что это самое... Начиная с открытия, там, с первых открытий человека, там, овладение огнем, там, овладение, как говорится, другими природными, как говорится, моментами, да, все это означали этапы глобализации. Так, глобализация в более конкретном смысле есть процесс развития интегрированного мирового хозяйства, в котором экономика отдельных стран составляет лишь звено единого мирового целого. Но сейчас, в принципе, вот Зюганов говорит, что да, глобализация – это
понятие не просто стало популярным, но оно действительно имеет место, так? И вот постепенно формируются действительно вот многие глобальные процессы. Так, ну он говорил вот так: первый этап глобализации – это, скажем, до капитализма. Вот все развитие человечества до капитализма – это первый этап развития глобализации. Второй этап, он считает, что это вот развитие капитализма на этапе Маркса и Энгельса. Вот они об этом говорили, например, в манифесте Коммунистической партии. Третий этап глобализации проходил уже на базе монополистического капитализма, то есть при Владимире Ильиче Ленине. Ленин его определил капитализм, как империализм. Вот. Ну и вот его тут основные, да? Основные признаки империализма какие? Перерастание конкуренции в монополию, сращивание промышленных монополий с банковскими и образование финансового капитала, экспорт капитала вместо товаров и образование международных монополий, завершение территориального раздела мира и начало борьбы за его передел. Ну вот эти вот моменты, мы на них коснулись, да? Вот. Есть все основания утверждать, пишет Зюганов, что нынешний четвертый этап глобализации является стадией в развитии империализма. И он сопровождается дальнейшим обострением присущих ему противоречий. Ну, во-первых, пишет Геннадий Андреевич, человечество достигло такой ступени развития, когда неконтролируемый рост хозяйственной деятельности, свойственный капитализму, а также перенаселение Земли привело к антропогенной перегрузке планеты. И решить вот эту вот задачу, так, решить не только, вообще общие цивилизационные задачи, общепланетарные задачи капитализму не под силу. Это первый момент. Второй. Резко усилились и видоизменились противоречия социально-экономического характера. Они выражаются в растущем разрыве в уровнях экономического и социального развития между процветающим золотым миллиардом и прогружающимся в нищету громадным большинством обитателей нашей планеты. Поэтому, применительно к происходящему сегодня процессам, по нашему мнению, правильнее будет говорить не о глобализации вообще, а о современном этапе глобализации, глобализме. Он как раз глобализм определяет как вот этот этап глобализации. Потому что глобализация – это как бы очень длительный процесс, идет давно и будет дальше продолжаться. А вот данный этап называется глобализмом, можно сказать, так? Итак, процессы глобализации, то есть экономической, политической и культурной интеграции человечества начались очень давно и протекали отнюдь не плавно, бесконтрольно, а крайне неравномерно в острых социально-экономических противоречиях. Глобализация 20-го, но она начинается, считается, с конца 20 века, со второй половины. И особенно 21 веков отличается как раз наиболее неравномерностью развития и наивысшим накалом борьбы противоречий. Это вытекает из ряда ее новых особенностей, накладываемых свой отпечаток на характер современных противоречий, на общий фон развития. Ну и он тут говорит о вот этих новых особенностях в технологическом плане, в экономическом плане, в политической сфере. Вот. И делает такой вывод, что таким образом, с одной стороны, возникает объективная потребность во всемирном центре политического и экономического регулирования. Действительно, вот уже, на Западе они говорят, что нужно мировое правительство там и так далее, да? А с другой формируются материально-технические возможности возникновения и функционирования подобного центра. То есть в конечном итоге, да, человечество, я и студентам говорю, что в конечном итоге мы идем к мировому гражданству, так? И в конечном итоге вот эти интеграционные глобалистские процессы, они приведут. Другое дело, что мы должны свалить капитализм. И вот когда